Встречайте, Хабибулло Сафаров, технический директор Альф-банк. Прошу. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, ребята, здравствуйте, участники. Окей. Давайте перейдем сразу к полезной нагрузке данного мероприятия. Прям микрофон. Окей. Здесь тоже. Нормально, так нормально? Говорите? А здесь работает? Да. Он не включен, походу. Просто микрофон говорите громче. Не. Окей. Ну ладно, давайте, хорошо, так. Меня зовут Хабиб Сафаров, я работаю CTO или, скажем, техническим директором в Альф-банке. Сегодня мы будем говорить про пути развития в IT, какие бывают должности, какие бывают роли в IT. И на первом слайде вы можете увидеть стандартный такой средний путь. Не слышно? Блин, мне так неудобно. Алло, сейчас нормально? Окей. Извиняюсь. На первом слайде вы можете видеть такой стандартный, скажем, path, да, скажем, карьерный рост. В IT, вот первая часть, это применима ко всем компаниям, от малого до среднего. Вся картина она применима к большим техкомпаниям. Картинка, наверное, немножко маленькая, возможно, не видно. Давайте быстренько пройдусь по каждым вот этим кругляшкам. Первый — это как бы entry-level engineer, да, скажем, неважно, это разработчик, это тестировщик или, скажем, DevOps, или, скажем, системный администратор. Обычно через на entry level берут ребят, которые, скажем, только что закончили университет, или, скажем, ребят, у кого уже есть какой-то небольшой опыт. Потом вот идет сразу mid-level engineer. Mid-level — это как бы человек, у которого уже есть пару шишек, да, скажем, есть уже какой-то рабочий опыт. Сразу потом идет уже senior engineer. Как бы вот это первая часть, про которую я говорил, она применима для маленьких и для средних, скажем, предприятий, или, скажем, IT-команд, где есть разделение ролей именно вот на junior, entry level — это junior, mid-level и senior. Все, что после senior, это уже можно считать лидерская позиция и как бы подразумевает, что нужно принимать какие-то решения и, соответственно, на что-то влиять. Так, еще раз коммент. Вот эти, скажем, непрерывистые линии — это наиболее, на английском more common path, то есть наиболее вероятный, да, скажем, путь развития, перехода с одного шага на другой. Пунктирные линии — это менее вероятные, да, скажем, когда человек, скажем, из senior инженера, скажем, переходит там, не знаю, на какую-то другую роль, которая, не совсем сочетается. Давайте быстренько расскажу про staff engineer, про tech lead, engineering manager и, скажем, какие-то другие роли. Да? Staff engineer — это как бы инженер, не знаю, на русский не совсем правильно переводится, как штатный инженер, да, скажем. Это роль, которая подразумевает больше техническая, да, скажем. Техническая, она как бы не подразумевает работу с людьми. Чем она отличается от senior инженера? Senior инженер, он как бы, у него скоп, это команда, он как бы работает в команде, как бы он лидер в этой же команде. Staff инженер, да, скажем, это человек, у которого больше контекст-свитчинга, он как бы работает над несколькими, скажем, то есть работает с несколькими командами, но над решением одной большой проблемы. То есть основное различие в этом. Техлид — это как бы опять же относится скоп у него внутри команды, где, скажем, есть, которая состоит там из 5, 7 или, скажем, максимум до 9 человек, если брать размер команд по Scrum. Соответственно, tech lead — это, опять же, роль, которая подразумевает такой heavy lifting, да, скажем, решение самых таких сложных технических проблем и некий такой guidance, да, скажем, некий такое наставничество для более молодого поколения. Но, опять же, роль техлида, она не подразумевает, скажем, team management, да, скажем, человек в этой роли, он больше такой, да, скажем, интроверт, он больше работает
или, скажем, говорит на языке технарей, и как бы ему очень легко общаться с технарями. Но, опять же, как бы он не отвечает за управление командой, он не отвечает за перформанс-менеджмент участников этой команды. И вот этим всем, то, что техлид не занимается именно engineering manager. Да? Engineering manager — это роль, прошу не путать с ролью project manager. Да, скажем, есть роль проектный менеджер, который, скажем, вот у нас девушка была, да, как бы учится на менеджера, и она спокойно, не имея каких-то технических навыков, чисто за счет софт-скиллов, да, скажем, может войти в IT, скажем, да, скажем, она может попасть в IT чисто за счет своих софт-скиллов, за счет навыков работы с людьми и как бы за счет навыков именно организации какого-то workflow. Здесь engineering manager — это как бы роль, кстати, она стоит на 7-м месте в топ-10 наиболее высокооплачиваемых позиций в США. Okay? Engineering manager. Это как бы люди, которые, скажем, у которых есть очень большой опыт и прикладного, скажем, опыта именно в разработке, будь то, скажем, применение технических навыков. И также очень сильные софт-скиллы. Соответственно, обычно на рынке так очень непросто найти людей, да, скажем, именно технарей, у которых очень классные, хорошие софт-скиллы. Так вот, всем тем, да, скажем, то, что не занимается техлида, занимается у нас engineering manager. Как бы он отвечает за работу с продакт-менеджерами, с дизайнерами, за коллаборацию. Опять же, они иногда, скажем, им свойственно иногда покодить, так как у них есть, да, скажем, багаж знаний, вот это все. И последний, да, скажем, other pass — это как бы роли, которые, скажем, может быть C-level, может быть VP of Engineering, как бы вице-президент, да, скажем. Это более такой роль, которая, скажем, не подразумевает, да, скажем, глубокого погружения в IT. И вот на этом этапе давайте поговорим немножко про модель Дрейфуса приобретения навыков. Okay. Дрейфус делит, скажем, айтишников, да, скажем, на 5 категорий. То есть это новички, это как бы продвинутые, это компетентные, это опытные и это эксперты. И прошу, давайте посмотрим вот на левую часть, да, скажем, слайда. То есть what, how and why. Да, скажем, вот как бы... Да. Вот на самом внизу, да, скажем, то есть они в основном, допустим, кто вот именно только начинает, скажем, новички, да, они знают, что делать. Okay? Средний слой, они знают уже, как это делать, а третий, самый высокий, так скажем, почему. Они знают, почему это нужно делать, да, скажем, они знают причину именно, почему именно так нужно делать. И это как бы дается через такой, да, скажем, многолетний опыт и интуицию. То есть опыт, который уже превратился в интуицию. Если мы посмотрим на вот эти вертикальные линии, да, скажем, вот смотрите, вертикальные линии, то опять же, прошу обратить внимание на цвета. То есть с красного на желтый и на зеленый. Да, есть переход. Соответственно, если возьмем вот именно самый крайний слева, вот вертикальную линию, да, скажем, там написано, что внизу это как бы правила, rules, да, скажем, наверху intuition. То есть, чем, да, скажем, ты идешь вверх, да, скажем, от новичка до эксперта, ты уже не... То есть, в самом низу ты руководствуешься каким-то правилом, да, ты как бы тебя загоняют рамки и говорят, иди сюда не иди, или, скажем, делай так. Соответственно, когда ты набираешься опыта, идешь вверх, все вот эти правила, они уже не нужны. Все вот эти правила за счет вот этого приобретенного опыта, они превращаются в интуицию. Скажем, на самом верхнем уровне, скажем, опытные ребята, они уже принимают решения интуитивно. Да, они как бы это уже чувствуют. Второй, да, скажем, это уже средний наш вертикальный бар, то есть внизу, да, скажем, considers everything, то есть новички, им свойственно распылять свой фокус, да, скажем, везде, да, скажем, как бы они не могут увидеть полную картину, как бы они как бы распыляются. Да. Они как бы и туда, и сюда, скажем, вот у разработчиков есть такой, да, скажем, поговорка, да, скажешь молодому программисту написать калькулятор, он тебе напишет атомный реактор, да, скажем.
на самом верху, да, скажем, человек учится за счет опыта не распылять вот этот фокус внимания на ненужные вещи, а именно сфокусировать, да, скажем, на решение каких-то конкретных проблем и идти, продвигаться степ-бай-степ, да, скажем, к большой картине. Самый последний бар это, опять же, vision и фокус. Ну, как можно сказать, vision, да, скажем, вот новичок, он, по сути, он такой, да, скажем, его только что принимаешь в команду, и как бы он не понимает, да, что происходит. Он как бы там detached observer, как бы не совсем понимает, что происходит, да, скажем, в целом. По мере роста, да, скажем, по мере вникания в то дело, которое делаешь, и вообще в процесс, по мере того, что как бы человек набирает опыта и превращается в эксперта, он уже становится частью системы. Okay? Как человек, то есть весь вот этот продукт, да, он держится на нем, он знает про это все. Да, вот здесь два слайда, скажем, да. Ребята, поднимите руку, кто смотрел «Матрицу» первая часть. Очень рады, да, скажем, хотя фильм очень старый, да, скажем, рады, что ребята заинтересованы даже в этих старых фильмах. Ну, наверное, «Аватар» смотрели все. Я эти две картинки выбрал в качестве примера для сравнения теории, что такое теория и как бы, как она, как бы relate, да, скажем, или, скажем, сопоставляется с опытом, с экспириенсом. И как бы есть 3 уровня познания истины, да, скажем, 3 уровня. Первый — это как бы мы видим, да, скажем, мы как бы находимся где-то в горах, да, скажем, мы видим вот большую гору, и мы видим дым, то, что за горой, да, скажем, есть какой-то дым. То есть благодаря разуму, который, да, Всевышний нам дал, мы понимаем, что не бывает дыма без огня, верно? Соответственно, мы начинаем взбираться на эту гору. То есть, опять же, процесс. Взбираемся, это как бы, ну, мы горцы, да, скажем, горный народ, и знаем, что в гору взбираться как бы нелегкая задача, да, скажем, то есть нужно какие-то усилия применить. Так, на гору забрались, видим, что вот этот уже огонь мы видим воочию, видим, что огонь на самом деле есть. Это как бы вторая, да, скажем, стадия познания истины. Третий, да, скажем, как бы зима, да, скажем, холод, мы идем к этому огню и греемся, да, скажем, и, возможно, вот этот огонь трогаем. Это уже третья стадия. Это уже третья стадия, самая большая. Как бы это вот где уже формируется опыт. К чему вот это все? Давайте вот быстренько, вот кто вот эту сцену помнит из «Матрицы», когда, скажем, вот Морфеус, да, скажем, то есть он это уже все проходил, Нио, да, скажем, ему загружается, да, скажем, вот вся вот эта программа, то есть скиллы martial arts, скиллы восточных единоборств через компьютер, правильно? Как бы вот в «Матрице» это возможно, ему это все загружается, но если вот вспомним начало вот этой сцены, то есть в начале, когда, скажем, вот самоуверенный, да, скажем, Нио выходит, да, скажем, сейчас думает, сейчас я этому старичку наваляю, да, скажем, и через сразу первые несколько движений, как бы, когда Морфеус ему влепляет там парочку таких, да, скажем, смачных шапалаков, да, скажем, он понимает, что, оказывается, не совсем так просто, да, скажем, то есть то, что ты что-то знаешь, это не означает, что ты это можешь применять, что ты этим можешь пользоваться. А когда он как бы начинает, когда у него что-то получается, когда он уже смотрит, да, скажем, на Морфеуса, смотрит, как он это вообще применяет, да, скажем, то есть он видит, то есть он учится, как другие, скажем, вот эти знания используют. Okay? И потом, да, скажем, в конце у него получается один такой, да, скажем, положить удар в цель. А внизу, да, скажем, где вот Джек, да, скажем, из «Аватара», да, он как бы, он же в инородном теле, верно? Он в инородном теле, как бы, это можно привести в аналогию, как бы человек, да, скажем, который не из IT, да, скажем, он как бы надевает, скажем, рубаху айтишника, да, скажем, то есть применяет на себе. И вот первые шаги, когда, скажем, он только что вот в этом инородном теле, он пытается, скажем, оседлать вот этого коня, да, скажем, то есть конь его сбрасывает, верно? То есть, да, вроде бы это у него все в программе есть, тело позволяет, да, скажем, но он этим пользоваться не умеет. Почему? Потому что он вот эти все 3 шага истины не прошел. Есть еще один, да, скажем, метод измерения, да, скажем, как вообще, какие стадии экспертности, да, скажем, есть, и как это именно
автор Мейлер Пейдж Джонс, да, скажем, который делит ну, скажем, людей, которые, скажем, в пути, окей, как бы они вошли в IT и как бы продвигаются. Он их делит на 7 категорий, да, как бы это вот иннocent невинный, обнаженный ученик, практикующий подмастерье, мастер и исследователь. И прошу обратить внимание на график, да, скажем, на графике, по сути, две оси, да, скажем, вот именно вертикальная, это как продуктивность, горизонтальная, это как бы уровень. То есть чем выше уровень, да, скажем, тем повышается продуктивность. Смотрите, скажем, да, вы продвигаетесь от innocent, от невинного по ступенькам, вы собираетесь, и, соответственно, у вас повышается продуктивность. Но на картинке в конце, видите, там есть такой некий спад, да? То есть до 6-го уровня вроде бы нормально, да, скажем, это как бы ожидаемо. Чем человек опытней, то у него как бы он как бы может делать, скажем, работу, скажем, новичка намного быстрее, намного качественнее. Это ожидаемо. А вот именно вот этот спад, скажем, после 6-го уровня, который переходит на 7-й уровень, то есть от мастера до ресерчера, вот этот спад, да, скажем, вот этот, он происходит из-за того, что в мире все-таки есть, да, скажем, проблемы, на которых еще нету решений. И, соответственно, скажем, нужны люди, которые должны все свое время как бы отделять или выделять на ресерч, на поиск на наиболее эффективных, и, скажем, на поиск более эффективных решений, которые уже есть. Соответственно, за счет вот этого, скажем, за счет вот этого trial and error, за счет вот этого, скажем, это, ну, как бы часть труда за счет вот этого trial and error приходится отбрасывать, да, скажем. И как бы вот этот спад за счет вот этого идет, за счет ресерча. Но не нужно, как бы, это не означает, что они менее продуктивны, потому что ресерчеры, да, скажем, именно в IT, это наиболее, да, скажем, можно сказать, наиболее высокооплачиваемые, наиболее, скажем, элитные, да, скажем, элитные кадры, которые, скажем, они именно ищут паттерны решений, да, скажем, которые потом другие применяют. Так, со временем у нас вроде еще время есть, да, скажем, я быстренько пройдусь по основным, да, скажем, по junior, по medium, middle и senior ролям, очень быстро. Так вот, путь джуна, она через метод проб и ошибок. Okay? Чтобы джуниор, скажем, инженеру, скажем, джуниор разработчику или тестировщику, или любая роль в IT, им нужно ставить, то есть их нужно загонять в какие-то рамки, то есть им нужно ставить какие-то правила, чтобы они учились. Почему? Потому что у них не выработан именно принцип, то есть применение принципов вообще дела производства в IT или, скажем, решение проблем в IT. Поэтому обычно это делается через, то есть какой-то более старший товарищ, скажем, приходит и говорит, скажем, так, это делаешь вот так, это делаешь вот так, сюда ходишь, сюда не ходишь. Правило. Когда они сталкиваются с какими-то проблемами, с ошибками, да, у них как бы происходит некий такой ступор, да, скажем, они не знают, как это решить, да, скажем, и в этом как бы им нужно помогать более старшим товарищам. По мере, да, скажем, именно набора опыта, когда ну, вот этот новичок уже, скажем, там год-полтора, да, скажем, уже года работает в своей сфере, применяет свои знания, свои цели именно превращает в опыт, то у него уже начинается выработка вот этих как там, принципов. То есть человек уже не, он как бы вот эти правила он отбрасывает в одну сторону, и они уже применяются в принципе. То есть он уже начинает видеть, да, скажем, основные принципы, да, скажем, которые есть в сфере, в которой он работает, будь то, скажем, программирование или, скажем, там DevOps, или, скажем, системное администрирование. Здесь очень важно, для точки роста новичкам попасть в хорошую команду. Да, скажем, как бы, к сожалению, не у всех может быть равные, да, скажем, условия в развитии, да, скажем, смотря какую команду попадешь, какой тебе наставник попадется, какой проект, да, скажем, это тоже очень важно.
Но, опять же, нужно пытаться, скажем, находить именно благоприятные условия для личностного роста. Давайте поговорим про middle разработчика. Middle разработчики это как бы вот там написано рабочая лошадка, да, скажем, как бы именно мира IT. И основной, да, скажем, такой heavy lifting основных проблем, да, скажем, именно делают middle разработчики. То есть и за счет вот этого, скажем, они как бы очень быстро набирают, да, скажем, в опыте, очень быстро. Они, опять же, скажем, претендуют на лидерство, да, скажем, они как бы, если они инициативные, да, скажем, они могут быть наставниками для джуниор-разработчиков или, скажем, для джуниор-инженеров. Им можно делегировать, да, скажем, какие-то уже части системы, да, скажем, если у вас система там модульная, несколько частей, можно им уже делегировать, да, скажем, говоришь, вот эта задача делаешь от и до, и они это делают, как бы они с этим справляются. По части командной работы они как бы тоже берут инициативу очень активно, да, скажем, когда, скажем, ставишь какую-то задачу, они обычно выступают, да, скажем, чтобы вот эту задачу взять, и как бы это один из признаков, да, скажем, то, что человек растет, то есть брать инициативу. Окей. Вот этот эффект, да, скажем, эффект Даннинга-Крюгера, это психологический момент, то есть психологический феномен. Я специально поставил его после именно слайда про мидлов. Почему? Потому что обычно, да, скажем, мидлы, да, скажем, middle инженера, да, скажем, попадают вот в эту ловушку. Этот эффект, да, скажем, чем он опасен? То есть, да, как бы он опасен тем, что он задерживает карьерный рост, да, скажем, карьерный рост, и как бы человек, который попал в эту ловушку, он здесь очень хороший, скажем, вот здесь обратите внимание на график, да, скажем, вот красная линия, это как бы то, что человек, да, скажем, думает, то есть он думает то, что я знаю, а зеленая – это факт, то, что он на самом деле знает. И, пожалуйста, обратите внимание на вот пересечение, да, скажем, когда красная линия пересекается с зеленой линией, это точку мы называем точка смирения, да, когда человек смиряется, когда он через вот эти, да, скажем, неудачи, когда он, скажем, что-то берет на себя и проваливается, берет на себя, проваливается, то есть набивает шишки на голове, то есть он в результате этого, вот последний, да, скажем, спустя время он осознает, что на самом деле он не такой уже, скажем, компетентен, да, скажем, именно, то есть ему еще учиться и учиться. И вот эта точка называется имя humility threshold, да, скажем, это точка принятия. Он понимает, что ему еще много учиться, и вот эта точка, она именно отправная точка уже быть в лидерство, синерство. То есть она здесь начинается. Реальный синер, он там и начинается. Он уже начинает, да, скажем, вырастать в лидера и в синера. Синер это как бы у нас уже решала, да, скажем, как мы его говорим, ему даешь проблему и забываешь, да, скажем, он тебе уже приносит решение, и как бы без какого-то, скажем, супервижена, без какого-то дополнительного, да, скажем, контроля он делает свою работу. Так. Да, синер, он как бы умеет находить, да, скажем, применять best practices и находить наиболее, да, скажем, эффективные решения проблемы. И опять же, последний, да, скажем, давайте я сразу перепрыгну, так как времени мало, про vision, да, у junior-разработчика или у junior-инженера vision, то есть видение, это в основном видимая часть, то, что он видит. А у синера, да, скажем, видение вообще в работе, это вся система, вся экосистема, и что более, да, скажем, им свойственно иметь долгосрочный вижн. Это намного важнее, когда, скажем, человек, когда инженер, да, скажем, он задумывается, продумывает, да, скажем, именно долгосрочную стратегию развития продукта, над которым он работает. Вот это бесценно. То есть как бы в команде имеет человек, который, скажем, именно продумывает, задумывается, как бы закладывает даже какой-то фундамент на долгосрочную перспективу, как бы не на полгода, не на год, да, скажем, а именно на долгосрочную. И это как бы очень такой бесценный навык, который, да, скажем, в лидерах есть. И давайте вот последний слайд, скажем, где
именно чисто по программистам, да, скажем, по программистам, там 4 уровня, да, скажем, трейни, это как бы только новичок, да, скажем, это fresh out from university, то есть только университет закончил, есть какой-то, ну, как бы вообще никакого опыта нет, есть какой-то теоретический, да, скажем, и очень маленький какой-то прикладной опыт, да. Junior разработчик это как бы от 1 года до 3 лет, да, скажем, был вопрос, кстати, да, скажем, вот, из аудитории, сколько нужно лет проработать, чтобы стать синьором, да, скажем, там вот, все вот эти цифры, они среднестатистические по миру, то есть, да, скажем, junior это как бы от 1 до 3 лет опыта, middle от 3 лет опыта и senior от 5 лет опыта. Okay? И как мы видим, модератор, есть время еще? Нету? Ну тогда хорошо, тогда по сути небольшой такой повтор того, что я уже рассказал. Можем пройти в section Q&A. Итак, Хабибулла Сафаров, благодарю. Аплодисменты. Супер. А теперь давайте мы перейдем к нашей любимой сессии. Вопросы, да? Итак, я прошу прощения, давайте начнем с вас. салом алейкум. Ман хеле шодам ки хеле хуб ҷавоб додед ва ман аз шумо як хоҳиш мекунам ҳамин искусственный интеллектро шумо ба кадом дараҷа дохил мекунед junior middle ё senior ба кадом чизҳо вақте ки мо пешниҳод мекунем ӯ ба кадом дараҷаҳои junior middle senior яне ки ҷавобгӯ аст. Рустигап саволтона пурра нафаҳмидам, конкретика дакор. Искусственный интеллект вақте ки мо ягон пешниҳод ягон код мегӯем ягон аз ӯ талаб мекунем ӯ ба кадом дараҷа пешниҳод дамо мекунад по фикри шумо? Вас интересует, скажем, уровень искусственного интеллекта, когда он отвечает, имеется в виду? Да. Окей. Ну, смотрите, это вопрос зависит от формулировки запроса, от насколько хороший вы промпт-инженер. Да, скажем, если вы очень классный промпт-инженер, да, скажем, вы можете вас вот этот, скажем, чат GPT или, скажем, Copilot, он для вас будет именно senior разработчиком. То есть моменты, когда, скажем, он генерирует, да, скажем, решение, которое, ну, на самом деле работает, понимаете? То есть как будто бы senior написал. Но, опять же, да, скажем, это не означает, что вот этот код не нужно, да, скажем, валидировать, не нужно читать и сразу кидать. Да, скажем, так делать категорически не нужно. Опять же говорю, повторюсь, это зависит от ваших скиллов, да, скажем, постановки задач. Если вы сможете очень грамотно, очень четко поставить задачу, он вам сгенерирует очень качественный результат. Но опять частичка, окей? Он часть. Он как бы искусственный интеллект в нашей стране, он не может, пока он не способен именно сделать вам готовый продукт, да, скажем, да, я видел несколько этих презентаций, где очень такие примитивные вещи делают, да, скажем, но это, я это не считаю, да, скажем, я это не считаю. Есть пока в общем, как и Парижон сказал, скажем, искусственный интеллект не готов заменить разработчиков. Потрясающе! Благодарю за ответ. Аплодисменты. И теперь следующий вопрос. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Асма, и я бы хотела спросить. Допустим, у человека первый опыт в IT был не самый удачный, и он не может понять, стоит ли ему дальше развиваться в этой сфере или нет. Что бы вы могли посоветовать на этот случай? Короткий ответ: однозначно нужно пытаться еще, потому что, как я уже в своем спиче сказал, не у всех бывает, ну, скажем, отличные условия, понимаете? Опять же, зависит от нетворкинга, зависит, там, не знаю, смотря куда вы попадете, смотря какой вам наставник, какая команда, вообще какое рабочее место вам попадется, понимаете? Вот если у человека есть какой-то негативный опыт, это означает, что, ну, на самом деле ему не повезло, понимаете? То есть везение в IT все-таки есть. А если вам не повезло в первый раз, однозначно нужно пытаться еще. Потому что в IT это, по сути, так и работает, понимаете? То есть хороший наставник на вес золота. Потрясающе. Благодарим за ответ. Надеюсь, это был полезный, информативный ответ. Итак, и у нас есть следующий вопрос. Прошу, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ахмураз. Вопрос у меня такой. Какие ошибки на старте вашей карьеры помогли вам стать лучше? Отличный вопрос. Ну, наверное, я выделил только одно качество, которое, скажем, это перфекционизм.
окей, он вредит. В каком смысле? Когда, скажем, вы заигрываете, скажем, и уходите не туда, да, и в результате у вас фокус теряется. То есть, соответственно, перфекционизм, не знаю, в нашем деле, ему, по сути, есть место, скажем, есть, он применим, но не во всем, да, скажем, нужно балансировать, понимаете, нужно балансировать. Соответственно, я могу только вот этот, да, скажем, вот этот момент, то есть, на котором я работал, чтобы от него идти. То есть, в результате я научился в итоге фокусироваться на проблеме, да, скажем, чтобы именно уложиться в срок, time to market и много-много разных факторов, чтобы, опять же, достичь реальной цели, понимаете, реальной, потому что перфекционизм, он как бы он сбивает с вас цели. Отлично, благодарю за ответ. И еще один вопрос, прошу, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Абдулла. Ну, сейчас вы много сказали про команды. Ну, как понять, что это команда вообще продвигает вас? И как найти вообще эту команду? Ага, отличный вопрос, кстати, отличный вопрос. Как найти команду? Ну, смотрите, если вы студент, да, скажем, если там в начале карьеры, я бы вам порекомендовал именно нетворкинг, да, скажем, бывать вот на таких мероприятиях, да, скажем, и через нетворкинг, да, скажем, знакомиться с людьми, да, скажем, потому что, как еще раз повторюсь, не у всех, да, скажем, одинаковые, да, скажем, условия развития. И это, по сути, зависит от вас, да, скажем, в частности. Если вы такую команду нашли, да, через нетворкинг, или там, не знаю, вам повезло просто, да, скажем, повезло, как узнать, что вы растете? Очень просто, да, скажем, очень просто. В этой команде, да, скажем, на все вопросы, да, скажем, вы не увидите, да, скажем, там, bad bio, да, скажем, у меня времени нет, да. То есть дружелюбность и, как бы, желание помочь, понимаете? Вот это самый такой, наверное, важный фактор в команде, который, скажем, делает вклад в ваш личностный рост. Потрясающе, благодарю за ответ. И у нас осталась буквально 1 минута на один вопрос. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Абдул-Вахаб, медиа-маркетинг. Недавно мы с коллегами начали работать над продвижением одного банка. Вот. И по ходу работы у нас буквально 3 дилеммы возникло. Если можно, я буквально сразу их озвучу, а вы постарайтесь ответить. Заранее спасибо. Скажите, пожалуйста, первый момент. Мы заметили страх потенциальных специалистов, когда мы хотим внедрить искусственный интеллект, сразу возник вопрос. Если мы сейчас это внедряем, видеограф, графический дизайнер, возможно, даже сценарист в качестве SMM-специалиста автоматически потеряют работу. У меня уже был на тот момент ответ, возможно, я ошибаюсь, скажите, вот, я был прав в тот момент, когда сказал, что без специалиста они не будут работать. Почему? Потому что они... Это всего лишь машина. То есть руководящая рука – это все-таки человек. Или я все-таки ошибаюсь, на самом деле, если мы будем это внедрять, и специалисты постепенно уйдут в небытие. Второй вопрос. Если, учитывая, что искусственный интеллект реально развивается во всем мире, но в Таджикистане пока темпы только нарастают, у нас мало таких вот разработок, где мы можем внедрить по созданию, написанию текста на таджикистанском языке. Я знаю уличный таджикский, его знают все, но письменный деловой таджикский, к сожалению, у меня в этом плане большие проблемы, это мое упущение, но я бы хотел такой искусственный интеллект, его можно создать или он уже существует, то есть дайте, пожалуйста, какие-то рекомендации. Отлично. Ответ на ваш вопрос, вы абсолютно правы, да, скажем, на данный момент, да, скажем, искусственный интеллект, да, возможно, он может какие-то, скажем, позиции, да, скажем, полностью закрыть, да, скажем, полностью, например, он очень, например, хорошо переводит, да, скажем, но это не означает, что его можно там поставить в качестве этого, как там, ну, человек, который синхронный перевод, да, скажем, синхронный перевод. Потому что синхронный перевод, да, скажем, это очень-очень такая сложная профессия, да, скажем. Если, скажем, ошибиться, если там на очень высоком уровне, да, переводишь, то можно даже развязать Третью мировую войну, да, скажем. Одно лишнее движение.
По части применения к IT, да, скажем, ответ на ваш вопрос, да, на данный момент, да, скажем, искусственный интеллект, он не на том уровне, чтобы полностью заменить, да, скажем, ни разработчика, да, скажем, ни дизайнера, там, не знаю, ни какого-то, скажем, другого специалиста. Это всего лишь на данный момент вспомогательный инструмент, да, который довольно хорошо, в принципе, да, это упрощает работу. Кстати, мы в Болифе, да, скажем, применяем, да, скажем, мы Copilot разработчикам многим купили и как бы видим эффект, да, скажем, до 30-40% продуктивности именно за счет вот этого. Соответственно, я полностью согласен, то, что вы правы, то, что на данный момент нет, а в будущем что будет, будет зависеть, да, скажем, насколько быстро, насколько скоро мы увидим AGI, да, скажем, Artificial General Intelligence, ну, не знаю, вроде бы специалисты говорят, что в течение 5 лет он будет, я очень-очень сомневаюсь в этом, не знаю, it depends. Второй вопрос, напомните вкратце. Окей. По сути, технология уже есть. Да, скажем, то, что таджикский язык, он как бы... То есть мы не можем именно работать с таджикским языком эффективно и в том же чат GPT, по сути, да, это из-за того, чтобы у нас очень мало контента на таджикском языке. Да, вот почему он на английском, на русском очень хорошо отвечает и как бы показывает свой эффект. Потому что, ну, с начала зарождения интернета, скажем, очень-очень-очень много контента именно, да, скажем, на таджикском, на английском и на русском, и на других языках, на популярных языках. То есть для того, чтобы вот эта технология развивалась, и чтобы мы могли видеть пользу, нам нужно больше контента на таджикском языке, именно в открытом доступе. Вот это и решение, по сути. Отлично. Итак, перед вами выступал Хабибулла Сафаров, технический директор Алиф-банк. Благодарю. А сейчас я напоминаю, если вы находитесь в поиске работы, можете отсканировать QR-код и заполнить опросник. Таким образом, вы станете на шаг ближе к работе мечты. Благодарю. Сейчас идемте. Участникам, да. Подождите, у нас где? Идемте. Выберите, пожалуйста, книгу, которую вы хотели бы. Еще я скажу, какие выступаем. Значит, парень спереди задал свой вопрос студенту, который хочет работать бейджик. Еще девушка Асма. Первый опыт в IT, по-моему, удачный. Еще Тахмурас. Какие ошибки помогли стать вам лучше? Вот это? Да. Абдулла, как понять, что команда та самая, чтобы с ней работать? Первый ряд парень. Да, окей. И последний это был про меня. 5 вопросов, да, было? Да, 5. 4, да? 5 вопросов было, вот 5. Что за вопрос был? Вопрос на таджикском языке про искусственный интеллект. Это самый последний, что ли? Все. Давайте вот Асма. Первый парень. Нет, Асма. Это какие ошибки? Второе. Маркетинг, страх. Вот это. Абдуллахон. Как понять, что команда та самая, да, сказал? Нет, да, вот это. Абдуллахон. Или Абдуллахон. Абдуллахон. Да. Медиа. Все, хорошо. Идемте. Так, а сейчас я попрошу на сцену выйти, пожалуйста. Парень, вы идемте. Значит, дальше девушка Асмуа. Первый опыт в IT неудачный. Прошу, выходите. И, конечно же, Абдуллахон, медиа-маркетинг. Ваш вопрос. Идемте. Дальше. Так, давайте начнем с девушки, который был, возможно, не удачный опыт в IT. Я бы хотел вам подарить книжку, которая называется «Все хреново». Книга о надежде. Надеюсь, у вас все получится. Не сомневайтесь. Абдуллахон, да? Абдулвахоб. Абдулвахоб, вот у нас книжка «Сначала нарушите все правила». Поздравляю. Спасибо большое. Приятно было познакомиться. Взаимно. И Абу-Бакр. Абу-Бакр достается книжка «Платформы и экосистемы». Спасибо за вопросы. Давайте. Христин. Нормально? Еще раз приятно было познакомиться. Взаимно. Спасибо.